Следует отметить, что показатели выполнения плана экономического и социального развития по городу свидетельствуют о росте объема промышленной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В целом по городу на 2,3% или более чем на 6,5 миллионов рублей к достигнутому уровню прошлого года. Но, однако, при общем объеме показателей в промышленности отдельными предприятиями города не выполнены по ставке по договорным обязательствам. Это где-то примерно на сумму около 1 миллиона рублей или точно 949 тысяч. Это недопоставка концентрата обогатительной фабрикой 37,2 тысячи тонн и промпродукта 2,8 тысячи тонн. Недопоставка в основном произошла из-за невыполнения плана разрезом по добыче угля для коксования на 150,9 тысяч тонн. По выпуску главнейших видов изделий номенклатуры народно-хозяйственного плана в натуральном выражении в первом квартале текущего года снижены объемы к уровню соответствующего периода прошлого года по добыче угля разрезом Нерюнгринским, заводом строительных материалов и конструкций по производству створных металлоконструкций 82,7%, и производство сеновых материалов 75% или на 100 тысяч тонн тысяч штук условного кирпича. Снижены темпы производства цельномолочной продукции и составляют 90,4% или на 344 тонны городским молочным заводом. Но снижение производства цельномолочной продукции, оно в основном обусловлено обеспеченностью сырьем, то есть поставками сырья для гормолзавода. И жители нашего города, наверное, неоднократно ощущали на себе в отдельные периоды этого прошедшего квартала недопоставки молока в торговую сеть города. Лесхозом нашим не выполнена вывозка древесины на 400 кубометров, и выполнение плана первого квартала к уровню прошлого года составляет 63,6%. Прибыль на промышленных предприятиях города составила более 24 миллионов рублей. Убытки увеличены из предприятий города только по ремонтно-механическому заводу. Но это связано, во-первых, с внедрением новых видов, с производством новых видов продукции, с внедрением новых услуг и, наверное, в общем-то, с повышением трудоемкости отдельных видов услуг, которые осваиваются этим предприятием. Убытки у него увеличились более чем на примерно на 2 миллиона рублей, 1 миллион 868 тысяч. В целом по городу выполнен план товарооборота и обеспечен его рост к прошедшему периоду прошлого года на 112,3%. Но положение на потребительском рынке города не улучшилось, а наоборот по сравнению с соответствующим периодом прошлого года ухудшилось. И как в целом по стране увеличение связано в основном с повышением цен, в основном с тем закупом по договорным ценам тех товаров, которыми обеспечивают нас и государственная торговая сеть, и кооперативная, и сеть малых предприятий. Следует отметить, что в первом квартале было продано товаров намного меньше, чем в 1990 году. И товарные запасы ниже уровня прошлого года примерно на 21 миллион рублей, если это обсчитывать в тех ценах, которые были в прошлом году. Обеспеченность товарными запасами на начало второго квартала составляет 45% по отношению к нормативу. Кооперативами в первом квартале произведено и реализовано 25 тонн мяса и 1,1 тонна овощей. Предприятиями и организациями города в первом квартале текущего года произведено товаров народного потребления более чем на 10 миллионов рублей, что выше плана на 1 миллион 523 тысячи рублей. Уровень прошлого года в 2 раза ниже фактически достигнутых показателей этого года. Но в общем объеме товаров 67% составляют продовольственные товары или 7,2 миллиона рублей. Их выпуск увеличился на 4 миллиона рублей. Такое увеличение в основном произошло за счет начала производства на хлебозаводе винно-водочных изделий. Это где-то 20 тысяч дал водки было произведено на 3 миллиона 741 тысячу рублей. Или 51% в общем объеме производства товаров народного потребления к уровню прошлого года. По непродовольственным товарам народного потребления выполнение плана составило 129,7%. При плане 2 миллиона 760 выполнено 3 миллиона 580 тысяч. Увеличение производства по данной группе товаров также произошло за счет того, что
Объединением «Якутуголь» увеличены бартерные поставки объединению «Якутуголь» на 645 тысяч рублей. И кроме того, по отдельным группам товаров выросли цены. Несбалансированность рынка, наличие дефицита, в общем-то, по товарам народного потребления в нашем городе уже ведут к спекуляции. По оказанию платных услуг населению план выполнен на 107,6% или 9 миллионов при плане 8,4 миллиона рублей. Рост к соответствующему периоду прошлого года составил 22,8%. На одного жителя оказано услуг на 73 рубля 29 копеек, снизили объемы платных услуг к уровню прошлого года. Завод по ремонту сложно-бытовой техники, Тресгоргаз 100-950, Южьякутснаб, ГРП, Бюро экскурсий и путешествий, СИБ, Монтаж, Автоматика и небольшое снижение допустили ряд других организаций. В строительном комплексе капитальных вложений за первый квартал освоено на сумму 74,2 миллионов рублей, в том числе строительно-монтажных работ 55,7 миллионов рублей. Из них 15,4 миллиона на объектах производственного назначения и 40,3 миллиона рублей на объектах соцкультбыта. То есть вот соотношение производственной и непроизводственной сфере, оно примерно, значит, вот соизмеряется в 3 раза больше по непроизводственной сфере, по соцкультбыту. Освоение средств за счет централизованных капвложений, источников финансирования, составило 56% к уровню соответствующего периода прошлого года. Освоение фондов предприятий увеличилось 2,5 раза. По Нерюнгринской ГРЭС план первого квартала по строительно-монтажным работам выполнен на 63%, на объектах производственного назначения 67%, непроизводственно 62%. Это связано, значит, и с неудовлетворительной работой вот подрядчика УС «Якутскэнергострой». Из объектов соцкультбыта что у нас введено? Введена станция скорой помощи, сорван ввод детской поликлиники, он перенесен на второй квартал. Практически не ведутся работы по переоборудованию бытового помещения в квартале Н, терапевтический корпус. Ну и план общего объема подрядных работ в целом по городу он выполнен на 102%. За первый квартал за счет всех источников финансирования введено 22,7 тысяч квадратных метров жилья общей площади. Конечно, такого ввода в первом квартале у нас ни в одном году не было. Это впервые, вот будем говорить, 4-ю часть годового года обеспечено в первом квартале этого года. Ну, это обусловил хороший задел. Возможно, и часть объектов, которые планировалась, часть жилья, которая планировалось ввести досрочно в 1990 году, оно было введено в первом квартале 1991 года. По городскому узлу связи, значит, какие у нас показатели? Прирост телефонных городских аппаратов составил за первый квартал 620 единиц. Это началась телефонизация кварталов Б и кварталов ГЕ. Сдвинулись, значит, проблемы и решения отдельных заявлений, которые годами лежали вот по этим кварталам. Автотранспортом города перевезено за первый квартал 7 миллионов 284 тысячи тонн грузов, что выше прошлого года на 3%. Грузооборот выполнение составило 97,4 к прошлому году или меньше на 3,2 миллиона. Коэффициент использования парка грузового автотранспорта составил 0,595 или 95,6% к уровню прошлого года. То есть по качественным показателям есть вот небольшое снижение. Неплохие показатели у авиаторов, значит, у них есть выполнение и показатели выше прошлого года, и по отправке пассажиров и грузов. Цифры просто я называть не буду. Значит, по пассажирскому автотранспорту, значит, объемные показатели выполняются, но, значит, в первом квартале это предприятие испытывает определенные, так сказать, трудности в организации вот перевозки пассажиров. У них, значит, уменьшилось водителей где-то на 21 человек, и они нуждаются в этих квалифицированных кадрах водителей. Кроме того, определенные трудности у нашей пассажирской службы связаны с отсутствием телефонной диспетчерской связи на конечных пунктах остановках. Здесь также отсутствуют, ну, будем говорить, самые элементарные вот бытовые условия для водителей вот на конечных остановках. Решением этих проблем, значит, занимается городской совет, занимается пассажирское хозяйство совместно с предприятиями и организациями города, то есть нашими генеральными заказчиками.
Как развивался у нас новый сектор экономики, это предприятия, малые предприятия города. Но следует отметить, что первый квартал очень урожайный на регистрацию такого типа предприятий. Зарегистрировано 206 малых предприятий и 225 кооперативов, в которых создано 5250 рабочих мест. За первый квартал 1991 года доходная часть бюджета перевыполнена на 8 миллионов рублей. За счет налога на прибыль предприятий союзного подчинения кооперативов перевыполнение составило 6,8 миллионов рублей, подоходный налог с населения 1,8 миллионов рублей и налог на прирост фонда оплаты труда составил 0,8 рублей. По расходной части бюджета за первый квартал достигнута экономия 2,2 миллионов рублей, в основном за счет народного образования и здравоохранения, из-за того, что наши эти две отрасли крупные народные не могут использовать свои деньги для приобретения инвентаря, оборудования, медикаментов. И также в связи с этим связано и невыполнение койко-мест из-за отсутствия медикаментов. В целом в городе в сфере денежного обращения положение не улучшилось. В промышленности средства, направленные на оплату труда и другие выплаты, составили 22 миллиона рублей, что выше соответствующего периода прошлого года на 3,7 миллионов рублей. Среднемесячная заработная плата работников промышленных предприятий за первый квартал составила 807 рублей. В прошлом году она составляла 666 рублей. Рост заработной платы составил 21%. То есть мы, сравнивая показатели роста заработной платы и темпов производства промышленной продукции, следует отметить, что рост заработной платы в 7 раз опережает рост производства продукции. Среднемесячная заработная плата в строительстве немного ниже, чем промышленность, 758 рублей. В прошлом году она составляла 648 рублей. Вклады населения в первом квартале текущего года на сберегательных книжках уменьшились на 8,8 миллионов рублей и составляют сейчас примерно 367 миллионов рублей. Вот примерно такая ситуация в нашем городе по социально-экономическому развитию.